Бараканан тамгашка фаштак фанташажы наукай раштал хождарыр дамахадышыл гоймактазы фылдар кайканынс, уэй. История код жонам автомаюдом бира фатохкут туйсамайшын жонын зинеттарайшыны барва уол. Ирыштонышыл гоймактан ахур адраттаныл бира рухштауджита басар хайттуй. Шафыцактахшан колыты акшо. Когда стали появляться состоятельные бизнесмены, по-нашему говоря, меценаты, то они в этом вопросе тоже уделяли немало внимания. Территории были присоединены большие к Российской империи, все, и надо было везде же это все строить, создавать и так далее. Поэтому государство порой не успевало создать структуру учебных заведений, оно пыталось это, но не успевало. Поэтому многие учебные заведения на местах возникали по инициативе какой-то группы людей или конкретно какого-то человека, как вот, допустим, школа, потом училище имени Кулиева. Он сам открыл учебное заведение у себя дома и учил девочек. Идея в целом Аксуколева в чем заключалась? Очень простая. Это его знаменитая фраза. Образованная мать – это образованные дети. Образованные дети – это образованное общество. Идея была очень проста. Чтобы общество вернуть, это, конечно, громко будет сказано, государственное состояние, вот эти отголоски государственного состояния когда-то существовало, они все-таки в народе находились, генетически находились. Но чтобы общество вернуть на это поприще, значит, поднять на какие-то ступени еще выше. Для этого нужно образовывать общество. А как образовать общество? Образовать мать. Шауджин тажака бултырага эрвыштой ахур канымма. Фашта маю кушаждахтышты. Одар хайтой шивалат тажардаты ахурада жинг баварныл. Қығаган ақшын атсаттана маудиш. Шылгойма жақштяк дархашвыд чынза асауын ама сот шхашшын. Фалауызы саштангаш шындыккай халын райдытта. Адам жонын зинаттам аждахтышты. Ақшын ады фажындыштык оштай хужан ражагдылагта. Они, сами будучи часто неграмотными, они стремились детям дать хорошее уже образование. Чтобы они не просто их наследство досталось, но чтобы и знания тоже были у них. И все состоятельные деятели давали детям хорошее образование. Мы же сейчас знаем, что где происходит, воспринимаем весь мир в целом, зная это, видя это все через интернет, и телевидение и так далее. Тогда люди знали мир только своими глазами или с чьих-то слов. Коста это все видел сам, и он понимал, насколько это важно. Сабырраштагма акшойк ухабафтад я училище пансион мафештар дарканын. Умазаныр чыжытан сарыны фадаттар удиш. Ашиш артак лашон. Фалакуттак уол нерен сад. В год образования Владикавказской самостоятельной епархии в 1894 году стали создаваться и образовательные учреждения для нужд епархии. И вот в этом же, в 1994 году, было учреждено Владикавказское епархиальное женское училище. И оно было открыто сначала в наемном здании, и тогда же архиерей местный обратился к городским властям выделить место для строительства отдельного здания, специально для этого построенное. И городские власти выделили 1500 гектаров недалеко от Кафедрального собора, вот на этот участок, он был свободен на тот момент. И его передали, денег немножко не хватало, и пришлось это занимать в Синоде. 25 000 там были заняты на нужды, на строительство. И довольно быстро, буквально чуть больше года прошло, как основной комплекс зданий был построен, и в 1897 году было открыто в этом здании епархиальное женское училище. Училище маиштой авдай дашажуон каусавы ахам чыжыты. Бынацывыт дуашада чыжган. Шараштан бишар садыштыха хон каутай, ама саргадар куттуй. Акшой болицта шахашчты. Родоначальником женского образования в Осетии считается отец Аксу, крещение Алексей Колиев. Это был человек, феномен своего рода. Мы сегодня надеемся и ждем, что человек будет канонизирован в лике святых и признан Русской Православной Церковью как праведный,
Вот, потому что человек, то, каким образом он положил всю свою жизнь на одр просвещения и образования народа, ну тут, в общем-то, много-много можно говорить, многое сказать. Ахор рыштак чирта сардышты мене асы галуаны. Еттак бакашт на айфта, кадмидега фехалд уаттер. Водишен апатваварта сарынан. Доман тамгашка амшкот той хазарун аргуан, шагдаг миру хашак шелгоймакты, ама раштак аримафиак Иосиф ама Никодима номал. Чирыштон чиржетаям арвылбун кувым масадышты. Жагын макавы уйдар, ама амахор коттой пошылматтадар. Когда мы говорим об образованном обществе, естественно, тут деления никаких не может быть. Мать-мусульманка не воспитывает своих детей. В целом, значит, такого деления на социального и религиозного статуса не было. Идея была образовать общество, вот, а не образовать там определенный континент. Шавитон пацахатку арфидар, вот шелгоймакты училище, ахаштой андаррамма. Амтафыца клуб байгон коттой, уйфаштазы арбынаттуншты афшаттунта. Аргуанык улта шахкаттуй, амазы амбырттыжал шкоттуй. Ныртаке фаштама зауджиқавы епархиян раттуй. Чижоны аматараждарау яхожа шкала. Планируется его также использовать как учебное заведение. И один из вариантов это вот, может быть, перевести нынешнюю православную гимназию, там разместить. Потому что там и в нынешнем здании тесно, неудобно. А здесь прекрасное здание, приспособленное именно для учебного заведения, как бы и возвращения к тому, с чего началось, оно построено было. На сегодняшний день в этой школе, в этой гимназии обучается больше 160 детей. Уже состоялись выпуски. Как сказала матушка Нона, эта гимназия существует и функционирует не благодаря, а вопреки. Очень много пришлось преодолеть, очень много было препятствий. Но Господь попираем не бывает. Мы есть и есть будущее. Ныртака закошт бираиш, апат коттактадар, домен сфарашта. Фаласыфанда куа, ваттар адамынывш басыт, шомбон тазы ахур заута калабакай кошсан, ама хазарун аргуаны зангара каштар там кувы макай шитсан умай.